Фотовыставка выстроена в хронологическом порядке и охватывает самые важные страницы из жизни академика Андрея Дмитриевича Сахарова. Судьбоносный поворот жизни случается у трижды героя социалистического труда в 48-м. Сахаров начинает работать с группой исследователей во главе с Игорем Тамом. Занимаются разработкой водородной бомбы, но, как говорил сам академик, чтобы термоядерное оружие сдерживало войну, но никогда не применялось. После успешного результата он серьезно задумался о гуманитарных последствиях ядерных испытаний. Ужасное преступление совершилось, и я не смог его предотвратить. Чувство бессилия, нестерпимая горечь стыда и унижения охватило меня. Я упал лицом на стол и заплакал. Вероятно, это был самый страшный урок за всю мою жизнь. В конце 60-х ученый становится советским правозащитником, получает Нобелевскую премию за бесстрашную поддержку фундаментальных принципов мира между народами и мужественную борьбу со злоупотреблениями властью. Сыграл огромную роль при принятии закона о реабилитации репрессированных народов, когда наши депутаты во главе с нашим депутатом Дарсиговым Мусой выступали в Верховном Совете. И Андрей Дмитриевич выступал за реабилитацию репрессированных народов, за соблюдение прав граждан и личностей. И вот мы должны быть благодарны этому человеку. И как дань памяти этому человеку, можно сказать, в нашем музее открылась эта выставка. Передвижная фотовыставка «Андрей Дмитриевич Сахаров. Человек эпохи» подготовлена фондом Сахарова. Здесь представлены фотографии, документы из архива и коллекций целого ряда отечественных и зарубежных музеев, библиотек, международных организаций, СМИ и частных собраний. В Ингушетию выставка приехала из Пятигорска накануне. Далее уже в марте она отправится во Владикавказ. Эта фотовыставка – только часть большого ряда мероприятий, посвященных столетию со дня рождения ученого по распоряжению президента России. В 2020 году шла работа по соглашению проведению этой выставки у нас в республике. Наше правительство обратилось, правительство Москвы, Минкультуры России, и вот мы ее открыли. Приглашаем жителей нашей республики в очень малом количестве, конечно, в связи с пандемией, увидеть и узнать об этой выставке. Узнать подробнее об интересной истории жизни и трудолюбия ученого-физика можно и дистанционно через сайт Музея краеведения. Хава Газикова, Магомед Белакиев, Новости 24.